Салам, гурматулла таннашлар. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. За последнее время у нас некий такой аврал. Помимо того, что мы обычно входит в круг наших интересов, и мы освещаем для Туркменистана, это и политические вопросы, и наши выступления на ОБСЕ, либо на Совете министров ОБСЕ, на Мальте там и так далее. Есть такие еще срочные вопросы, которые возникают сами по себе. Потому что Туркменистан, несмотря на то, что это в принципе не такое большое государство, но и как бы не был значим газ туркменский, который по газопроводу «Дружба» шел всю жизнь и через Россию шел на Европу, и сегодня тоже, значит, он может быть есть, но независимо от этого у нас есть еще другие вопросы, которые связаны с нашим национальным наследием. Мы всегда и часто говорим о том, что вот эта вот ахалтекинская лошадь в центре герба, и все это наше национальное наследие. Но надо не забывать и национальное наследие, то, что осталось от наших предков, так? У нас огромные пространства, нет воды, но мы занимались животноводством. И животноводство хранится не за счет только овец там или крупнорогатого скота, верблюдов и так далее. Оно же ведь в первую очередь охранники, это волкодавы. И да, в последнее время самозванец нации Харамдак, Милли Питер, он пытается что-то делать там через ЮНЕСКО насчет этих туркменских волкодавов, что это национальное наследие нации. Но им это не удалось, потому что он дуб дубом, а сын у него еще хуже. Потому что любой вопрос надо уметь преподать, надо уметь его объяснить. Нужно иметь аргументы исторические, политические, геополитические. Имея эти аргументы, можно говорить и можно объяснить любой вопрос в любой инстанции. Сегодня я вынужден заниматься вопросом как раз касающегося туркменских волкодавов. Так уже и в Украине, запретили купировать уши и хвосты. Там жалуются уже с Венгрии ребята. У нас здесь зарегистрирован международный экспертный центр Янарда, который занимается и лошадьми ахалтекинскими, и туркменскими волкодавами. И у нас этот вопрос возникает. Давайте посмотрим, в чем причина. Почему? В конце концов, у нас немало. Вы посмотрите, самая прогрессивно распространяемая порода, да, это туркменские волкодавы. Где-то их называют САО, где-то алабаями, а вообще это туркмены-ты, чопаны-ты, гоины-ты, так? И эта самая порода почему-то оказалась самая третируемая на фоне тех изменений в законах защиты животных в Европе. Почему-то страдает именно эта культура. Есть ряд государств, которые сумели защитить свои породы, потому что они охотятся либо на крыс, либо на лисиц, либо просто это охотничьи породы. Я попробую объяснить, и давайте разбираться вместе. Если мы сейчас не консолидируемся, если мы сейчас все вместе не будем подавать петиции в тех государствах, где вы проживаете, где у вас размножаются эти породы животных, которых вы получили из Туркменистана, с территории бывшего Советского Союза, так, то, конечно, им грозит извращение внешней сути, но и впоследствии, конечно, разные заболевания, связанные с ранами хрящевых тканей ушей или позвоночника, так, хвосты и так далее. Потому что остальные породы, которые они говорят, что не надо, их купировать, тогда им никто не угрожает. Что к ним на уши, кто сядет, кроме бабочек среди цветов, кто им угрожает? Они занимаются совершенно другим. Поэтому здесь надо рассмотреть и подойти к этому вопросу с точки зрения именно
интересов животноводства в каждой стране. Ведь это не секрет, что сыродельное производство в Италии страдает из-за волков. Я являюсь членом Long Rider Guild. Так, это на дальние дистанции конные марафонщики. И есть такой руководитель Кукулино Рейли, который в свое время написал книги, и еще 20 лет назад он предупреждал, что количество волков в Европе увеличивается катастрофически, и оно дойдет до той же самой ситуации, которая была до Второй мировой войны, когда волки заходили в села и нападали не только на животных, но и на людей. Очень много было и в Европе, и в России. Поэтому давайте перейдем сейчас вот к этому вопросу с точки зрения законодательства Европы и его влияния на те или иные породы, так? И есть ли возможность защитить туркменского волкодава в тех государствах Европы, так, где, значит, эти законы подписывают? Почему я говорю, что нам нужно этим заниматься? Потому что вот наш национальный миллипидер, так, Харамдаг Бердымухамедов и его сын Сердар Засранец занят не тем, чтобы учитывать и контролировать ситуацию с национальным наследием в тех регионах, которые уже пользуются этим наследием. Потому что это особая порода, ей более 4000 лет. Но почему-то Харамдаг хвалится сам у себя, а он занят тем, что его нужно назвать, и еще, оказывается, мало ему названий, что он миллипидер, что он Харамдаг, ему еще нужно название, что якобы он отец нации. Да он не отец нации. Он, во-первых, в первую очередь самозванец, а учитывая то, что он сделал во время ковида, так, и с тем, как он завозит вот это вот, значит, отбросы урановые в Туркменистан, он полный пиздец нации, так, и вот поэтому этот человек, дилетант, не способный защитить свое наследие, сидит у руля власти, притащил своего сына, и теперь вдвоем создали клановую диктатуру, управляют как хотят. Мало того, что в стране не справляются, они не способны защитить свое наследие на международном уровне. И подключают, кого бы вы думали? Подключает Азатлык. Вы, наверное, помните, как они выступали, что вот стравливают, прячутся. Я вынужден был выступить тогда. Я разговаривал. Я объяснил, что да, это есть наследие. Никакой чабан никогда не берет ни одну собаку с собой в атару, пока не проверит, способна она защищать сама себя. Бросает она его, когда они идут тандем на тандем. Чабан со своим волкодавом и другой чабан со своим волкодавом. Это тест определяющий, бросает чабана эта собака или нет. Неважно, хватит у него сил или не хватит, это не имеет значения. Самое главное, убегает он его, оставляет он его одного или нет. Так вот, этот вопрос мы обсуждали, и вы обратите внимание, никогда бы Азатлык не взял бы на себя эту тему. Ее делегируют изнутри страны. То есть Фарух Юсуфи фактически, согласно нашим источникам, получает ту информацию, которую он должен осветить, и таким образом позволить вот этому выродку, так, вот, миллипидеру, точно так же, как поступили некоторые другие тюркские государства, подписать Европейскую конвенцию о защите животных номер 125, и сказать, да, мы не будем купировать уши и хвосты, но это настолько вызывающе звучит в Туркменистане, что он не решился на это, и он подключил к этому как раз вот такой вот международный информационный орган.
Азатлык. Фарух, ты во многие вопросы вмешиваешься. Во-первых, ты не туркмен. И даже если ты был бы туркменом, ты абсолютный дилетант. Тебя ничего не волнует, кроме собственных интересов, зарплаты и так далее. Гузель, ты также дилетантка. Ты не знаешь, что такое национальное наследие. Ты не знаешь, что такое чабанская культура, которая 4000 лет. Пожалуйста, не вмешивайтесь в это дело. Так? И не пытайтесь поддержать диктатуру таким образом. На этом фоне я хочу сказать о России. Ведь там много таких волкодавов. Там и кавказские, и прочие. И надо сказать, что как раз Россия не стала подписывать эту конвенцию на европейское государство. А, значит, руководителю вот этого клуба, так вот, по среднеазиатам, Алабаям, Галиаскарову, Сергею Камилевичу, от меня отдельное спасибо и благодарность, что даже внимания не обращают они на то, чтобы там купировать уши, хвосты. Все идет точно так же, как сотни лет, когда эта культура появилась в начале в России. Да, Россия завоевала Центральную Азию, но она не извращала этой сути, наследия, она не извращала. Что лошади, что наши волкодавы, она это не извращает. Почему? Как только? Мы же вам никому ничего не предлагали, вы сами приезжали. Я прекрасно помню, приезжали с Болгарии. А? Вас же были сотни, приезжали с Украины. А? Богдан Патынский. Так, а этот Сорокин, он вообще работал в Туркменистане. Они прекрасно знают, что такое эта культура. Они разбираются в ней. И у них даже ни слухом, ни духом никогда не было такого желания. И там очень большая диаспора людей, которые просто с большим уважением относятся к этой культуре. Но почему-то правительство решает, что да, вот европейское законодательство принято, и должны подчиниться, теперь все запрещено. Если теперь появится волкодав с некупированными ушами и хвостом, он не может пройти племсмотр, он не будет на выставке, так? И за это еще подальше будут вводиться штрафные санкции. Что это такое? Кто может объяснить? Что это такое? Мы вам что, навязывали эту культуру? А? Мы вас звали, говорили, идите купите. Вы же сами приезжали огромными делегациями. Вас были сотни, тысячи. Я знаю, кто приезжал с Молдавии. Я знаю, кто приезжал с Румынии. Я знаю, кто приезжал с Италии. Я знаю всех. Здесь, в Чехии, Павел Свобода. Ты же со своей супругой бываешь там? Чего ж ты не защитишь? А? Почему ты не защищаешь? Где твой язык? Ты в Туркменистане, даже, оказывается, член вот этого туркменского общества. А что ты не защищаешь эту культуру? Почему ты не соберешь заводчиков, которые здесь есть? Не обратитесь в правительственные органы. Почему не обращаясь в Министерство сельского хозяйства, экологии, так? В национальные учреждения? Почему вы не обращаетесь туда? Ведь достаточно собрать определенное количество подписей, так? Выйти с петицией, и вопрос подлежит рассмотрению. Я вам сейчас просто все прочитаю, посмотрите. Вот петиция за сохранение культурного наследия и традиции разведения туркменского волкодава. Я вам потом ее выставлю, но Европейская конвенция о защите домашних животных, ЭТС номер 125, она вышла в 1987 году и стала основой для многих национальных законов. Так вот, эту конвенцию в Совете Европы есть два тюркских государства. Это Турция и Азербайджан. К сожалению, даже эти два государства подписали эту конвенцию. Значит, Турция – это создатель и владелец
древнейшей породы, культурной породы волкодавов Кангалы и Акбаши. Да, это родственники туркменских волкодавов, родственные породы. Или Азербайджан создал Гурт-Басара, наследие такое, так? Потому что там развито животноводство, что в песках, что в горах, везде, где угодно, что в лесах. И тоже подписали. В 2003 Турция подписала эту конвенцию. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hayvanlar Türk'ün milletin mirası. Siz için farklı mı? Почему вы в 2003 году подписали эту конвенцию? Теперь ваши кангалы должны ходить вот с этими ушами и с этими хвостами. Мало того, что там клещи, там же могут быть раны, болезни. Ведь мы сами, тюркские народы, относимся очень внимательно к этим животным. Мы их оберегаем, потому что они оберегают нас, наше имущество, наше животноводство. Вот. То же самое, Ильхам Гейдарович, при всем уважении, как это так можно было подписать? А? Это же ваше культурное наследие. Вы хотите сказать, что гурт-басары должны теперь ходить вот с этими вот лопухами и ушами, и вот с этими хвостами подметать дворы там в Европе? От того, что там кто подписал, от этого никогда Европа вас за европейцев считать не будет. И нигде это никакой галочки не будет, что вы якобы вот подписали какие-то документы. Вы говорите о создании великого Турана. Какой может быть Туран, если мы не способны сохранить, если мы не способны защитить свое наследие? О каком Туране разговор? Да, Европа приобрела этих животных. Она приобрела сама. Мы никому ничего не навязывали. Они платили деньги, покупали. Теперь европейские функционеры ввели свои законы, и эти законы работают именно против той культуры, которая ввезена, потому что эта культура распространяется намного эффективнее и быстрее. Вы посмотрите, сколько пород у них не подлежат исполнению этой конвенции. У них минимум 14 пород освобождены от запрета на купирование уши и хвосты. Ведь это на самом деле курирует все это исполнение, курирует ФЦИ, Европейская вот эта вот кинологическая ассоциация, которая была создана 111-113 лет тому назад. Кто вы такие? А? Вам 100 лет от роду. Этим животным 4000 лет. Как вы смеете замахиваться на них? Почему это эти культуры должны быть извращены? Во-первых, у вас совершенно другая зона. Те клещи, которые есть в Центральной Азии, которые есть в Азербайджане, которые есть в Турции, к ним наши животные адаптированы. Так? Но ваши клещи, они же приносят смертельную болезнь. А любое ухо, которое не купировано, она закрывает, и там колонии клещей собираются, колонии. Собака погибает. Если идет бой между хищниками, пусть это будут волки, пусть это будут медведи, рыси, так, то эти животные, волкодавы, те ваши собаки, с которыми вы охотитесь на лис, с которыми вы охотитесь на крыс, так, они не пойдут на волков. Они не будут защищать ваше животноводство. А эти, которые пойдут, почему им нельзя купировать уши и хвосты? Ведь порезы на коже, на мышцах, они же заживают по-разному. Если, например, хрящ, это ухо просто оторвет. Медведь вот рванет и оторвет. И эта собака будет погибать долго и мучительно. Если это будет другое животное, волки, они могут оторвать любую часть тела, в том числе и хвост. А вы сравните вот этих псовых, диких,
что волков, что шакалов. Вы не обращали внимания, что хвосты у них намного короче, чем у собак? Что уши у них стоячие и намного короче, чем у собак? Что волки, что шакалы, они могут вычесывать клещей. А если вы взяли эту культуру сегодня, и теперь вы начинаете, значит, вводить вот эти вот драконовские методы, так, насильно, то как быть тогда с этими животными? Почему их нельзя зачищать? Вы пишете, что вы хотите не причинять им боль. Какая боль, когда купируют уши? Вы мне скажите. Купировать уши нужно в 3-дневном возрасте. Это буквально 2 дня между тем, как сука, ощенившаяся, отгрызает пуповину щенка. Почти то же самое. Никаких болевых ощущений особых они никогда не приносили. Чабаны раньше, когда у них не было рядом этого ножа, 3-дневных щенят брали за уши, скручивали вот так вот, и все у них отлетали. Они же как эти были, быстро отлетали. Почему вы не хотите принять к сведению, что у нас, например, могут рождаться щенята куцехвостые? Ведь это тысячелетний отбор, тысячелетняя селекция. С этим вы считаться не хотите. Вы показываете, какие вы жесткие, как вы можете требовать, и как все должны строго подчиняться. Я хочу обратиться, пользуясь случаем, вот к этому нашему Миллипитеру Харамдагу. Ты же прекрасно знаешь, что со мной связаны почти все заводчики Туркменистана. Народ Туркменистана, он просто возмущен по поводу того, что себе позволяет сейчас в Европе отношение к национальному наследию страны. Они возмущены. Почему вы так поступаете? Вы сами приобрели, сами разводите, а теперь делаете из них другую породу. Вы что хотите из них сделать? Это же ведь не игрушечные собаки. Поэтому от имени всех заводчиков, разведенцев и народа Туркменистана я заявляю, мы никому не позволим превращать национальную культуру в клоунаду. Никогда туркмены так не поступали. И мы это не позволим не только Харамдагу, мы не позволим любому, кто посмеет замахиваться на национальное наследие. Мы будем продолжать писать петиции и бороться, потому что это животное заслуживает достойного уважения. И так у них работа самая трудная, самая опасная. Это спецназ. Спецназ. Я писал в своей книге об этом. Вы отнимаете у них бронежилеты. Почему эти уши должны висеть и быть первым, за что можно ухватиться? Эти хвосты почему должны висеть для того, чтобы их оторвали? Зачем это нужно? То есть работники ФЦИ, вот эти вот 3 государства, Бельгия, Франция и Германия, которые объединились, а потом вокруг них обросло около 90 государств, сейчас заигрывает, кроме того, что здесь есть откровенно такой вот за технический вопрос, так, закамуфлированный под такие доброжелательные отношения к этим животным, на самом деле это очень жестокое отношение. Как можно отнимать защиту? От клещей защита — это открытые уши, там не будут собираться колонии. Так, волки, хищники не смогут наносить раны на хрящи. Хрящ заживает надолго дольше. Если рана на хвосте, это остеомиелит, практически 100% смерть животного. Зачем у таких животных, которых 4 тысячелетия разводились для того, чтобы защищать животноводство, так, защищать людей, дома, зачем их еще дополнительно нагружать вот этими функциями,
под предлогом, значит, вот жалостного отношения. Это полное дилетантство, безответственность и дилетантство по отношению к этой культуре. Работники ФЦИ обязаны были разобраться. Вы когда принимали туркменских волкодавов в ФЦИ, вы что, обговорили эти условия? Я обращаюсь к работникам ФЦИ. Вы когда принимали в состав ФЦИ среднеазиатскую овчарку, вы сделали ее среднеазиатской, вы ее сделали САО. Такой породы никогда не существовало, не существует и не будет существовать. Есть туркменский волкодав, есть таджикский волкодав, есть казахский тобет, еще какие-то породы, но родоначальником культурного, кинологического разведения является туркменский волкодав. Почему такое отношение? Почему вы так бережно относитесь к своим сеттерам, к своим легавам, курцхаары, что Англия, что Германия? Почему вы так относитесь и вносите государственные изменения? Ваше государство требует внести изменения вот в эту конвенцию. Я, пользуясь этим случаем, хочу обратиться и сказать всем заводчикам в Европе: пока вы все не обратитесь к своим правительствам, с просьбой, чтобы они пересмотрели отношение к этой конвенции с учетом особенностей этой культуры. Запрещать купировать уши и хвосты, боевой охране животноводства, это издевательство, это преступление. Это все равно, что пускать на передовую без бронежилетов. Как же так можно? Так разберитесь, если вы не знаете. Поговорите, в конце концов, проведите конференцию. ФЦИ. И потом до нас доходят нехорошие сведения через наших источников, что кроме бюрократических причин возникают какие-то политические. То есть партия зеленых каким-то образом якобы связана с ФЦИ, и ради этих голосов такие вы отдаете туда свои голоса, партии зеленых, а она вас поддерживает, и вы настаиваете, чтобы, проводилась такая якобы защита животных. Но защищайте маленьких, которые играют с бабочками. Защищайте, которые с бантиками у вас есть собачки, защищайте их. Не защищайте волкодавов. Они уже рождены, выращиваются, и они проходят это для того, чтобы уметь защищать. Вы просто не провоцируете мутацию. Эта порода еще во времена гуннов уже прошлась по Европе. Мы прекрасно знаем, что осталось здесь. И в Словакии, и в Болгарии, и там, и в Венгрии. Мы прекрасно знаем, какие породы остались. Но несмотря на это, вы снова заводите эту кровь. Так если вы идете второй раз на этот шаг, уж, пожалуйста, будьте любезны. Отнеситесь с уважением к этой породе, к этому наследию. Теперь отдельное обращение ко всем заводчикам, ко всем разведенцам и прочим. Нужно собрать и подписать петицию. Копию петиции мы распространим через кинологические ассоциации Румынии, Венгрии, Болгарии, Украины и всех остальных европейских государств. Подпишите петиции, потребуйте от своих правительств, потребуйте от государственных органов, это Министерство сельского хозяйства, экологии и защиты животных. Требуйте от них. Если вы не будете требовать, вся ваша любовь,
Все ваши затраты на то, чтобы привести, размножить, создать, разводить, все они канут в лето. Это снова станет просто беззащитным, значит, объектом нападок функционеров. Поэтому давайте бороться. Копию петиции мы распространим. Всем большое спасибо. Народ имеет право. Halkın